Ты стал красив, Сарань наш город, Нам улыбаешься в тиши. Отцы и деды создали город, Теперь его прославим мы. Отличительной особенностью жителей нашего маленького и уютного города Сараня является то, что мы все живем как одна большая интернациональная семья, в которой есть свои традиции, свои обычаи и свои устои. Поэтому, говоря о семейных реликвиях, можно говорить о реликвиях каждого жителя нашего города в отдельности, ведь в каждой семье они хранятся. Но мы сегодня расскажем о семейных реликвиях участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда нашего города, которые с почетом и уважением хранятся в фонде школьного музея. Наградные памятные карманные часы участнику Великой Отечественной войны от первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева были подарены участнику Великой Отечественной войны Лысяк Алексею Дмитриевичу по случаю его участия в юбилейном параде Победы, который проходил в столице нашей Родины, городе Астана, по случаю 55-летней годовщины со Дня Победы. Монеты царской России. Своеобразный амулет, который вручила перед отправкой добровольцам на фронт Анне Потаниной ее мама. Она сказала так: на них Георгий Победоносец. Значит, победа будет за нами. Ты пройдешь всю войну без ранений и придешь живая. С улыбкой встретишь победу. И действительно, Анна Михайловна прошла за рулем полуторки всю войну, уйдя 17-летней девочкой на фронт. Ее машина ехала по дороге жизни осажденного Ленинграда. Участница Великой Отечественной войны, участница Советско-японской войны, участница обороны Северного Заполярья, первоцелинница. И все это о ней, о ветеране педагогического труда Кашиной Анне Михайловне. И хотелось бы сказать еще один очень интересный факт из жизни этой героической женщины. Свадьба Потаниной Анны Михайловны и ее командира Кашина Николая Григорьевича состоялась 9 мая 1945 года. Деревянная матрешка – это единственная игрушка, которую с собой на ссылку в далекий Казахстан привезла Аня Рогалева. Статуя винодела – военный трофей, который в 1945 году привез домой с территории Германии участник Великой Отечественной войны Судаков Николай Андреевич. Обычный кованный гвоздь. Таких сотни, тысячи, а может быть и миллионы. Но какую красивую историю сохраняет этот, на первый взгляд, обычный предмет. Участница Великой Отечественной войны Журавлева Мария Никитична после победы вернулась в родное село Вторая Михайловка. И на месте родительского дома она нашла только пепелище. Дом сгорел, родители умерли. На память не осталось даже фотографии. И этот немой железный свидетель стал единственной памятью о счастливом детстве участницы войны Марии Журавлевой. Мария Никитична хранила свято его
всю жизнь и незадолго до своей смерти подарила в дар нашему школьному музею. Позиция нашего школьного музея сохранила семейные реликвии семьи Безбородовых. Боевой листок о передовых войнах Московского военного округа, посвященный гвардии старшине сверхсрочной службе Безбородову Николаю Александровичу. А в 1948 году вышел сборник «Отличники советской армии Московского военного округа». И на 92-й странице размещена статья о мастере вождения, отличнике-танкисте Безбородове Николае Александровиче. На долю фронтовика выпала честь быть на личном приеме у маршала Советского Союза Рокоссовского. Хотелось бы также отметить, что Николай Александрович награжден почетной грамотой Центрального комитета ВЛК-СМ. Но главной памятной реликвией для себя всю жизнь Николай Александрович считал подкову своей первой лошади Ольги. Лошадь подорвалась на фашистской растяжке. Фронтовик попал в лазарет, получил контузию. После 2 месяцев лечения вернулся в состав действующей армии и продолжил военную биографию. Многие представители старшего поколения до сих пор помнят нежные и умелые руки операционной медсестры Лишенко Полины Федоровны. Но мало кто знает, что Полина Федоровна является лейтенантом медицинской службы. Всю войну Полина Федоровна прошла в составе 25-й Чапаевской дивизии. Полина Федоровна принимала непосредственное участие в обороне городов Одессы и Севастополя. На долю лейтенанта военной службы Лишенко выпало побывать и в концлагере. Полина Федоровна бережно записывала стихи узников концлагеря. Сегодня семейные реликвии семьи Лишенко бережно хранятся в экспозиции нашего школьного музея.